Ну, мой доклад называется «Башкирия в составе Золотой Орды и постордынских образований». Ну, вот тут я написал вот огромный опус на 10 страниц, поскольку время ограничено, буду по ходу сокращать. Тема так обозначена потому, чтобы было понимание, Башкирия – это, в общем-то, такая область, такой край, такая страна в составе ордынских образований, в общем-то, занимала не последнее место. То есть это Золотая Орда, потом, значит, постордынские образования и в конце, значит, Ногайская Орда. То есть каково же было место? Что вообще, как это происходило? Вот мы вот в учебниках истории нас учили по истории Башкортостана, например, очерки по истории БАССР, Башкирская ССР. Вот Башкирия, значит, входила в Золотую Орду, там монгольские ханы угнетали башкир, потом, значит, после распада Золотой Орды она была раздираема на 3 части: Казанским ханством, Ногайской Ордой, Сибирское ханство. Ну и как бы вот этого сюжета и хватало на то, чтобы объяснить или описать вот огромный хронологический промежуток времени с 13, ну и фактически по 16 век. В 16 веке Башкирия входит в состав Московского царства, и, в общем-то, начинается, так скажем, да, светлая эра в истории башкирского народа. То есть вот такая, в принципе, концепция, но она ничего не объясняла, и вот в трудах вот Трипалова в последнее время, вот, например, его работа «Ногай в Башкирии», там, ну и в его основном труде «Ногайская Орда» уделяется, в общем-то, описанию места Башкирии, ну, место, уделяет этому внимание. Ну и появились сейчас и у нас свои, в общем-то, исследователи, которые касаются этой темы, правда, не очень, скажем, я считаю, что в недостаточной степени. Вот. Башкирия в составе Золотой Орды, как вот показали исследования, это было такое, в общем-то, автономное владение. Вот еще Сафаргалиев в 60-х годах, известный исследователь Золотой Орды Магомед Сафаргалиев писал, что исторические сведения в достаточной степени подтверждают факты сохранения монголами представителей прежней династии у русских, черкесов, алан, мордвы, башкир в период образования Золотой Орды. Вот эту он фразу написал, при этом привел, значит, известное известие Иоганнки Венгра. Иоганка Венгр в 1314 году прибыл в Башкирию. Ну, как известно, венгры вышли с территории Южного Урала, и вот он в поисках, значит, предков, вернее, древний, как они писали, Хунгария майор, старший Венгрии, прибыли на Южный Урал, вот эти францисканские монахи, заодно, значит, с тем, чтобы и в католичество обращать местное население. И вот он здесь находит государя всей Баскардии, который совершенно заражен сарацинским заблуждением. Ну, то есть мусульманин, сарацинами в Европе называли мусульман. Но это не единственное, как бы, известие. Примерно в это же время есть известие другого францисканского монаха Генриха Немецкого, который также пишет об неком Истокисе, Истокис доминус тотиус Баскардия, то есть Истокис, владыка всей Башкирии, Баскардии. Вот эти известия есть, и они как бы не оставляют никакого сомнения в том, что вот Башкирия представляла собой вот такой автономный регион. Но ведь был Улус-Джучи, и как он вписывался туда? Улус-Джучи, или, значит, до этого был Еке-Монгол Улус, то есть это что такое? Это ведь название государства, с одной стороны, но с другой стороны, в прямом значении Улус — это в первую очередь народ, потому что для монгольских, вернее, для кочевых сообществ народ — это в первую очередь, земля, она вторична, потому что народ может переехать туда, может переехать сюда, значит, землю поменять, может жить, вот гунны взяли, переселились из Центральной Азии вообще там в Европу, да, пройдя там несколько тысяч километров. Но самый главный народ. И здесь то же самое, как вот этот Улус-Джучи образовывался. Вот, и как башкиры вписывались в этот Улус-Джучи, это как бы отдельная тема рассмотрения, она рассмотрена в работах Крадина. Вот. Ну, они называют этот процесс монголизация. Монголизация не в том смысле, что это происходила ассимиляция, то есть переход на монгольский язык, а в том, что
происходило политическое включение вот этих народов, которые проживали в Великой Степи, были, значит, разгромлены и покорены монголами. Ведь до прихода монголов фактически здесь уже существовали вот эти этносы, да, которые складывались практически уже в полноценные народы. Ну, например, карлуки. У карлуков было Карлукское ханство уже до этого, были, значит, кемаки, были, скажем, Каракитай, находились в Семиречье, у них также было свое каракитайское ханство. Ну, монголы, в общем-то, придя сюда и вот проводя процесс монголизации, то есть включение в Великий-Монгольский улус, разгромили все эти народы, перемешали, и специально они это делали, они, значит, так скажем, сознательно, чтобы создать вот эту общность, надэтническую общность, в которой, конечно, потом со временем победил кипчакский язык, так называемый кипчакский, тюркский язык, вот, и монголы, в общем-то, сами ассимилировались. Ну вот и башкиры, они, конечно же, вот этот улус джучи, понимаем как народ, имперский, державный народ, они, естественно, они не входили, вот, политически, но политически, да, были вот частью улуса джучи, понимаемого как государство. Вот. Но дело в том, что Золотая Орда — это было то государство, которое держалось, в общем, единство которого держалось на харизме правителя. Вот. И когда вот таких сильных правителей уже не стало, вот последний был великий правитель Узбек, потом пошла череда, в общем-то, слабых ханов, началась Великая Замятня, потом было нашествие Тамерлана, который тут камня на камне не оставил. Вот. Начался распад улуса джучи, и государственный распад, и, собственно, население. Вот. И в то же время никто ведь не отменял законы этногенеза. Вот мы даже в Чагатайском улусе в это время видим. Чагатайский улус, он тяготел к Средней Азии. Вот. И сам даже Чагатайский улус распался на две части, на, собственно, Чагатаев и моголов. И то же самое происходило на территории Золотой Орды. Вот это, значит, начали уже складываться какие-то объединения. Вот обычно образование мангытского улуса, то есть вот этого предтечи Золотой Орды, всегда приписывают личным политическим амбициям Едигея. Но если мы будем рассматривать, глядеть на этот процесс с точки зрения этнологии, то уже совсем не так однозначно. То есть, скорее всего, вот эта сплоченность мангытского улуса и дала силу Едигею, вот его вот этим амбициям реализоваться. Если бы этого не было, то ну, чем бы он отличался от тех вот этих бледных ханов, которые жили, которых он сам использовал в качестве марионеток. Поэтому здесь напрашивается вывод, что в мангытском улусе вот шел процесс консолидации, уже давно шел, глубоко идущий, далеко зашедший процесс этнической консолидации. И потом мы видим вот это внезапную реминисценцию имени темника Нагая, да, то есть оно, которое никак ничем не объясняется. Прошло уже больше 200 лет, и вот на тебе. Значит, возможно, вот как предположить, мы, конечно, не имеем никаких письменных доказательств, но предположить мы можем, что уже в мангытском юрте находилось вот уже некое ядро, которое помнило вот это, сохранило вот это название. А ведь у тюркских народов это вообще, так сказать, универсалия, чтобы имя какого-то знаменитого предводителя брать в качестве этнонима. Да? Вот смотрите, османы, там сельджуки, сначала сельджуки, потом османы. Вот, это же название, так? Вот, ну, узбеки это вообще, так сказать, хрестоматийно. Вот, поэтому вот это появление имени Нагай, я думаю, что все-таки внутри уже мангытского юрта оно было. Вот. Но, конечно, там источниками это не освещено, тем более мы не имеем, значит, автохтонных источников, поэтому, в общем-то, пока это останется предположением. Ну, что происходит дальше? Когда вот этот улус джучи посыпался и умерла вот эта идея самого улуса джучи, единого народа, я имею в виду, державного, не как государства, вот, и начинается процесс Башкирии, то, что из улуса джучи отдельные этнические группы, кланы приходят в Башкирию, как бы переходят под другую юрисдикцию, потому что здесь вот мы видим, как я уже говорил, было автономное, значит, некое владение. Вот. И видите, какой удивительный процесс. Вроде бы переходят и какие группы, которые, они статусные группы были,
И даже некоторые восходили по происхождению к монголам-нерунам, например, салжуты, барыны, да, и вот они приходят в то сообщество, которое статусно считалось, башкиры считались все-таки покоренный народ, вот, а джучи, Наблу-Джучи это державный народ. И здесь вот такая коллизия происходит, как раз говорящая о том, что вот умерла идея вот этого Улус-Джучи. То есть уже это стало как бы безразлично, то есть под какую юрисдикцию уходить и в какое, значит, политическое объединение переходить. И вот этот процесс, вот уже, если рассматривать его в плане этнологии, он был достаточно мощным, и сегодня мы вот говорим башкирский народ, уже не менее половины башкирского народа это потомки вот тех выходцев из Улуса-Джучи, то есть вот где-то половина башкир это те, так сказать, древние башкиры до монгольского периода, значит, и половина, ну как минимум половина, значит, это те как раз перешедшие из Улуса-Джучи. Вот я вот сам как бы на моем примере, у меня род Табын, табынцы это как раз вот из Улуса-Джучи, и в родовой структуре они фиксировались, и у нагаев это было, у казахов сейчас есть. Вот, у узбеков, вот если мы рассмотрим так называемый список 92 узбекских племен и латия, то есть кочевых узбеков, там тоже есть подразделение Табын. Вот. А по матери я бурзян. А бурзяны это вот как раз те вот автохтоны, которые там как минимум с бронзового века жили. Вот как бы во мне вот эти два компонента, в общем-то, и соединились. Вот. Ну, что дальше происходит? Очень важен вот для понимания процессов, которые происходили. То есть то, что объединяло вот башкир и казахов, это Улус-Шибана. Когда вот это все в начале 15 века, как известно вот по книге Трипавлова, мангытские лидеры начинают ориентироваться на шибанидов, на тех, кто правил в Улусе Шибана. Вот возникает, они при их поддержке именно ханом становится Хаджи Мухаммед в Улусе Шибана. И фактически вот этот Улус Шибана, если посмотреть, он состоял из как минимум 3 таких автономных образований. То есть помимо того, что сам еще Улус Шибана был. То есть его люди этих шибанидов, кочевники, то есть отдельно, значит, уже к тому времени фактически автономный мангытский юрт, автономная Башкирия, и в Западной Сибири правила династия Тайбугидов, Тайбугидское, значит, княжество. Вот такая была ситуация. И вот именно в то время, вот по документам мы видим, что башкиры, то есть башкирское владение, башкирское, Эль-Башкурт, как его фиксирует Утемиш Хаджи, историк шибаницкий 16 века, мангытский юрт, они были союзниками между собой. Почему, на основании чего мы можем говорить? Ну, вот есть такое, значит, известие крымского историка 18 века Абдул-Гафара Карыми, который пишет, что после сражений в 1419 году между золотоордынским хадом Кадыр-Берды, сыном Тахтамыша, и Едигеем, во время которого Едигей погиб, собственно, да, сыновья знаменитого мангытского Бекляребека, Кейкубат и Нураддин, вот цитата открывается, ушли в вилаят Тура и поселились среди народа под названием Башкурт. Вот. То есть, кому могут бежать разбитые беглецы, у кого могли укрыться? Только у союзников, причем с той гарантией, что эти союзники их не выдадут, если что, защитят. Вот. Поэтому в Шибаницком, в этом образовавшемся ханстве, мангытский юрт и башкирский Эль-Башкурт, они были союзниками. Вот. Ну, дальше что происходит? Дальше, как известно, шибаницкий улус фрагментируется после правления Абулхаира, после Абулхаир-хана, после Ибак-хана. Кстати, Ибак-хан, он именовался, значит, Ногайским уже, да? Ногайским царем. То есть это о чем говорит? О том, что фактически уже в шибаницком владении ногайцы уже, во-первых, это этноним, уже мы видим там явное, значит, да, обозначение, и они там были ведущей господствующей силой. Вот. И когда вот этот шибаницкий улус, шибаницкое ханство полностью распалось, вот, я еще вот не забыл сказать, во время шибанидов, возможно, опять же, Башкирия, сохраняя свою автономию, но
там пропадает вот эти уже династия, местная династия, государь всей Баскардии, и фактически Башкирия превращается в такое удельное ханство, да, удельный улус самих же шибанидов. То есть Башкирия сохраняет автономию, но правители уже туда поставляются шибанидами. Вот, по крайней мере, в Башкирии у нас есть мавзолей, всем известный Турахана, а тураханами у нас называли в Башкирии как раз шибанидских ханов, потому что область Тура, Западная Сибирь, она Тура, поэтому Чинги-Тура, то есть это Тюмень, там Ялу-Тура, все вот эти города Тура, все приставку имеют. Эта область называлась Тура, и у нас, соответственно, шибанидов называли тураханами. И во всех преданиях говорится, что вот наши здесь, эти тураханы были местные наши башкирские ханы. Вот, и, по всей видимости, сюда стали, значит, такие назначенцы, удельные ханы. И вот даже мавзолей Турахана в Чешминском районе знаменитый стоит. Вот. И когда шибаниды все, шибанидский улус распался, фактически в отношениях башкир, вернее, статус башкир не поменялся. Просто на этом месте, на месте шибанидского ханства вот это возникла огромная Ногайская Орда, там, от Иртыша до Волги. Вот. И статус автономной Башкирии сохраняется, это хорошо описано у Трипавлова. То есть образуется так называемое башкирское наместничество, куда, опять же, ногайские улубии назначают своих назначенцев. То есть там уже не важно кого, там и были и Едигеевичи, ногайские мурзы правили в качестве наместников, и туда и чингизидов ставили, и казахских уже к тому времени султанов, царевичи ставили. Вот. И этот период, конечно, поскольку этот период, ногайский период, он был таким последним, вот таким большим ордынским периодом перед вхождением Башкирии в состав русского государства, он наиболее хорошо отразился в памяти башкирского народа, существует огромное количество преданий, записанных и так далее. И вот здесь ногайский период уже третий у нас пласт, да? Этнический пласт, то есть я говорил, до монгольского периода башкиры, древние башкиры, потом из Улуса-Джучи, и потом уже в ногайский период тоже выливаются уже непосредственно ногайцы. Но поскольку тогда уже башкиры и ногайцы уже совершенно отдельная народность. То есть они отражаются в башкирской номенклатуре уже не под названием своих там, подразделений родов, там, кипчаки, там, мангыты, там, кирииты, нет. Они уже как ногайцы, то есть уже не дифференцировано, просто как ногая. Вот, у нас есть вот, большой башкирский, значит, клан, племя Минги, да? Вот, которые правили в Коканде, потом в Коканском ханстве, уже там узбекском. Вот Минги, и у нас и внутри в статусе тюбы была Ногайлярская тюба, то есть это целое подразделение огромное, да, получается. Но я уже не говорю про мелкие такие подразделения ара, то есть первое вот это у нас же кабеля, потом, ну, условно говоря, да, племя. Потом тюба, ниже там ара. Тут это просто, так сказать, группы семьи. А вот ара, нугай, это практически везде они раскиданы. Вот. И есть вот у нас племя Юрматы, там тоже есть подразделение нугай-юрматы. Вот. Я сам, поскольку табынец у нас в Табынской, вот нашей, где вот я живу, вернее, не я живу, а деревня, аул моего отца, там вот буквально рядом деревня Бишул есть. И даже вот там, вот по 1693 году упоминается, значит, ясачный башкир, ну, ясачный башкир — это фискальный статус, то есть он платит ясак, и ясачный башкир, то есть Иштуган Чурин, который пишет башкирец Иштуган Чурин, а потом чуть ниже указывает, что он нагаец, он нагаетин, то есть это 1693 год, то есть до конца 17 века, получается, нагайцы еще сохраняли даже свою идентичность. Вот. Ну и завершая свое выступление, хочу сказать, что вот последнее, вот Тархан и знаменитый башкирский батыр Бурзянской волости Алдар Асикеев, он встречался в середине 18 века с Рычковым, вернее в 30-х годах даже, может быть, да, скорее всего, в 30-х годах с Рычковым лично беседовал. И вот когда тот спросил его вот, о прошлом, он, в общем, много преданий привел, там оставил, так сказать, все, рассказал Рычкову, и вот его фраза его была такая, что башкирский народ истори был один с нагайцами. То есть это в представлениях у башкир, это было, что они с нагайцами составляли
один народ. То есть понятно, что этнически это как бы два этноса, но тогда же рассуждали все, говоря о единстве в политическом значении башкиры всегда считали, что они с нагайцами одни, что они частью являются Ногайской Орды. Спасибо за внимание.